Великое изобретение рубежа 19-20 веков синематограф практически сразу же нашел своих почитателей и среди татар. Спрос на новинку был очень велик, и татары, как народ любопытный, не могли остаться в стороне. Первые кинопрокатчики поэтому показывали кинокартины с такими названиями: «Путешествие в Мекку», «Молитва ночью», «Вид города Мекка». Как здесь устоять перед таким соблазном? Ведь теперь мусульманские святыни, добраться до которых мог не каждый татарин, можно было увидеть прямо в Казани, прямо в Уфе, прямо в Астрахани и так далее. Татары синематограф называли по-старому туманными картинами. Это указывает на то, что они были знакомы и с так называемыми волшебными фонарями, которых использовали для проекции туманных картинок на стене, наподобие диафильмов. Жанры фотография или живая фотография хоть и противоречила религиозным канонам, изображала людей, техническая новинка так увлекла мусульман, что татарские предприниматели начали открывать собственные кинотеатры. В Казани некоторое время работали синематографы БУФ, «Свет», а в Уфе «Юлдуз» братьев Каримовых, художественный электротеатр Усманова. В Бугульме в 1912 году первый кинопоказ тоже был организован татарским купцом по имени Мухаммед Шакир Хакимов. Бывший доходный дом его, где на первом этаже тогда размещались торговые лавки, а на втором этаже работал собственный синематограф, до сих пор украшает центр этого старого уездного города. Есть, кстати, даже специальная табличка о татарском синематографе. Но в начале 20 века некоторая часть старшего поколения татар относилась к новинке с подозрением и часто осуждала молодых людей за увлечение синематографом. Ортодоксально настроенные родители могли даже за посещение татарских литературно-музыкальных вечеров выгнать своих детей из дома. Несложно представить, насколько критично оценивался кинематограф при таких условиях. А это что дом? Это же Каримов магазин. Как раз их и кинотеатр был, да, в этом Уфе. Да. Однажды Каримовы, видимо, не подумав, распространили объявление о готовящейся в их кинематографе демонстрации произведения по названию «Рай Мухаммеда», писал Габдулла Тукай в 1912 году о синематографе «Юлдуз». Об этой ситуации прознал один недавно прибывший в Уфу интеллигент и рассказал старикам в мечети, что Каримовы собираются сделать такое плохое дело. Разгоряченный народ порвал афиши в витринах и собрался бить людей Каримова. Конечно же, демонстрацию фильма пришлось отменить, но не все было так грустно. Синематограф все равно семимильными шагами шел к своей безумной популярности, как бы ни пытались отказаться от этого новшества некоторые люди. Но рынок во все времена диктует свои правила. Вот и не все татарские кинотеатры столетней давности добились коммерческого успеха. Некоторые очень скоро закрылись. Сравнительно недолго проработал кинематограф БУФ, открывшийся в январе 1911 года в Старой Татарской Слободе Казани. Располагался синематограф на Евангелистовской улице в доме Ибрагимова под номером 759. Ныне это улица Татарстана. Помимо русской вывески, снаружи имелась также надпись на татарском языке. БУФ был основан на технической базе одноименного синематографа, расположенного сначала в русской части Казани, на Воскресенской улице. После смены владельца изменилось и местоположение, и репертуар синематографа. Одним из новых владельцев был Тимирша Соловьев. Благодаря оригинальным способам организации кинодела татарский БУФ как развлекательный центр получил широкую известность. Тимирша Соловьев отличался кипучей энергией. К тому времени ему исполнилось 36 лет. Он был родом из Свияжского уезда, деревни Шуширма. Учился в Казани сначала в медресе Марджани, а потом в татарской учительской школе. То есть для обычного татарского парня имел неплохую профессиональную подготовку. Сначала зарабатывал на жизнь трудом мугалима.
Но увлечение некоторыми популярными идеями начала XX века привели его к официальной профнепригодности в качестве учителя. То есть его признали политически неблагонадежным человеком, и он уже не мог работать учителем. Но наш герой никогда не унывал и отправился из Казани в Оренбург. В этом городе он женился на родной сестре писателя Фатеха Карими Гасиме. Это был счастливый семейный союз. По словам родственников Тимирши Эфенди, обращался обычно к Гасиме ханыму исключительно словами «оппагам». Энергичный Тимирша Соловьев брался и за журналистскую, и за издательскую работу, редактировал газеты «Урал», журнал «Щукыш», но все они были закрыты по цензурным соображениям. Не отказывался он и от менеджерских обязанностей. Например, некоторое время Тимирши Эфенди являлся доверенным лицом, представителем оренбургского миллионера Ахмеда Хусаинова. Управлял его образовательным фондом при медресе Хусаиния, а также двухсветной гостиницей в Нижегородской ярмарке. Конечно же, вся эта бесконечная смена деятельности была продиктована не только его неуемным характером, но и материальными соображениями. У Соловьевых росли маленькие сыновья, и надо было кормить их. Казанский кинематограф БУФ стал очередным этапом бурной экономической жизни Соловьева. Ну и Казань, Нурлы Казан тянула, конечно, Тимиршу обратно. Оригинальным новшеством кинематографа Тимирши Соловьева стало то, что зал разделили на две части – на женскую и мужскую. Рассчитан он был на 100-150 мест. В зависимости от финансовых возможностей можно было выбрать места на дубовых скамейках, на венских стульях или расположиться на мягких плюшевых креслах. Здесь показывали кинохроники различных торжественных событий, виды городов, киносцены разных жанров – от комедий до трагедий. Во время антракта выступали музыканты и певцы, артисты драматической труппы «Саяр», которые читали стихи, показывали отрывки из спектаклей. Рекламировали кинозаведение Тимирши Соловьева с помощью отпечатанных в типографии объявлений, на которые по-разному реагировала уличная публика. По словам сына Тимирши Соловьева Фуада, здесь впервые, хотя и в очень примитивной форме, была сделана попытка приблизить к восприятию татарского зрителя демонстрацию кинофильмов. Что же это значит? Как гласила реклама кинематографа БУФ, для удобства татарской публики надписи на картинах даются в переводе на татарский язык. Эту техническую задачу выполняли братья и жены Тимирши Соловьева, студенты Казанского университета Камиль Каримов и Рашид Фахриддинов, кстати, сын Ризаэддина Фахриддина, а также периодически приезжавшие в Казань студенты столичных университетов Гариф Каримов и Ахад Фахриддинов. Что они делали? Они смывали титры с кинопозитивов, затем покрывали пленку яичным белком и наносили тушью надписи арабскими буквами на татарском языке. Самодеятельно переведенные фильмы пользовались большим успехом у татарской публики. Братья продвинулись еще дальше. Стоя за экраном, они начали комментировать фильмы вслух, но эта затея быстро была пресечена цензорами. Несмотря на такие оригинальные способы организации предприятия, работал БУФ недолго. Уже в конце 1911 года он перестал функционировать из-за коммерческих разногласий между хозяевами кинотеатра Тимиршой Соловьевым и его родственником Залялуддином Баязитовым. Как свидетельствуют архивные судебные дела, первый значился как юридический хозяин, а второй был фактическим владельцем. Они являлись родственниками, Баязитов был женат на сестре Соловьева, организовывали дело вместе, но документы получили только на одно имя. 15 ноября 1911 года деловые партнеры заключили договор купли-продажи, по которому Тимирша Соловьев продал в рассрочку кинематограф БУФ Залялуддину Баязитову за 2000 рублей. Дело дошло до окружного суда, поскольку Баязитов не собирался отдавать родственнику деньги за покупку, считал, что он достаточно потратился при открытии кинематографа. Однако в качестве доказательств сумел предоставить лишь многочисленные счета, выписанные на свое имя. Суд был на стороне Тимирши Соловьева, но судебные разбирательства между родственниками продолжались аж до 1918 года, а кинематограф тем временем перестал работать.
В советские годы Тимирша Соловьев жил сначала в Казани, потом уехал в Центральную Азию, работал банковским служащим в Алмате. Последние годы жизни провел в Москве у своих сыновей. В 1911 году другой предприниматель Шайхудин Ишмухаметов открыл кинематограф «Свет» в районе Сенного базара. Вероятно, одной из причин скорого закрытия кинотеатра БУФ стала как раз еще конкуренция, возникшая между двумя мусульманскими синематографами. В кинотеатре «Свет» уже не было никаких родственных разбирательств между двумя владельцами. Наверное, поэтому он работал даже после Октябрьской революции. Тапером, то есть музыкальным иллюстратором, там работал, кстати, Загидулла Ярулин. Загидулла Эфенди был одним из первых профессиональных татарских музыкантов, написал даже марш «Тукай». Он вырастил замечательного сына Фарида Ярулина. Да-да, того самого композитора, который уже в советское время стал создателем самого первого и самого знаменитого татарского балета «Шурали». По мере распространения технической новинки в татарском обществе поднимались вопросы о создании собственных национальных кинолент на основе татарских сценариев с татарскими актерами. Тем более уже был очень успешный пример другого тюркского народа – азербайджанцев. Благодаря нефтяным магнатам они уже до революции 1917 года успели снять свои первые азербайджанские киноленты. Первая игровая лента называлась «Аршин Мал Алан» – «Продавец ручного товара». Вышла она в 1916 году и основана была на уже популярной азербайджанской оперетте. До этого снимались только документальные картины. Поэтому очень примечательна речь татарского общественно-политического деятеля Мирсаида Султангалеева, в которой он подчеркивал необходимость организации народного кинематографа для татар, приспособленного к психологии и быту татар при участии татарских писателей и артистов. С тех пор прошло больше столетия, постепенно и татарское кино начинает завоевывать своего зрителя, но это уже совсем другая история.